На сегодняшний день в мире существует великое множество различных спортивных направлений, а некоторые из них зарождаются прямо сейчас. Одно из таких – стритлифтинг, пока мало известно широкой массе, но очень популярно среди спортсменов. Как соревновательная дисциплина, стритлифтинг включает в себя два упражнения – подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба выполняются спортсменом с дополнительным весом отягощения, подвешенным к поясу. Этот молодой и достаточно перспективный вид спорта кажется простым, но только лишь на первый взгляд. Все тонкости и секреты стритлифтинга постиг на своем спортивном пути Ахмед Амхадов, пройдя путь от спортсмена-любителя до квалифицированного атлета и мастера спорта. Вначале я просто занимался воркаутом, там подтягиванием, брусья, какие-то элементы выполнял. Потом я понял, что база это мое. И потом узнал через некоторое время, что есть такой спорт стритлифтинг. До стритлифтинга, конечно, я еще был в пауэрлифтинге, там жим лежа, становая тяга и так далее. Но я понял, что это не мое, потому что различные травмы и так далее. Поэтому я пришел в стритлифтинг. Ну, стритлифтинг, можно сказать, это мой образ жизни, также и моя работа. Ввиду того, что стритлифтинг только начинает набирать обороты и еще не включен в реестр видов спорта, звание мастера спорта ICF не признается в государственных учреждениях, но зато хорошо отражает уровень подготовки атлета и ценится при трудоустройстве. Сама возможность участия в отборочных этапах есть только у спортсменов высокого уровня, которые получают персональное приглашение от Президиума Международной Федерации стритлифтинга и принимают участие в соревнованиях бесплатно. В качестве поощрения за вклад в популяризацию стритлифтинга наша команда уверенно двигается от одного соревнования к другому и сейчас активно готовится к покорению следующей вершины. На чемпионате Южного федерального округа получилось выполнить норматив мастера спорта по отжиманию на брусьях с дополнительным весом 32 килограмма. Тем самым отобрался на чемпионат России, который должен пройти в сентябре, в конце сентября 2019 года, вот этого года. Вот. Но для меня, мне кажется, значимыми были именно эти соревнования, так как это отбор на чемпионат России, а потом уже на чемпионат мира. По сути, стритлифтинг – это ответвление стрит-воркаута, и в то же время в нем присутствуют элементы пауэрлифтинга, очень уж полюбившиеся спортсменам упражнения с дополнительным весом. Если вам нравится отжиматься и подтягиваться с гирей, то это направление спорта для вас. Некоторые атлеты предрасположены к этому виду спорта и весьма хорошо прогрессируют в двоеборье, как говорится, рождены для стритлифтинга. С этим видом спорта я связываю большие надежды идти дальше, продвигаться, в дальнейшем брать большие весы, действующих спортсменов нас республики, продвигать дальше в Россию и так далее, и продвигать этот вид спорта, стритлифтинг. Расхожее мнение, что молодежь уже не та, к атлетам из команды стритлифтинга Ингушетии точно неприменимо. Среди них много примеров для подражания и тех, кто может помочь в вопросе саморазвития. За пару лет усиленных самостоятельных занятий ингушские двоеборцы немалого добились. Но, как говорят сами атлеты, главная их цель – привлечь как можно больше молодежи к здоровому образу жизни, научить и показать возможности правильного развития, достичь высоких результатов в спорте. Харон Аздоев, Тимирлан Ужахов, Новости 24.